Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире информационная программа «Новости» в студии Тойр Пиров. Сегодня, 24 июля, основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, провел телефонный разговор с председателем города Душанбе, председателями Сагдийской и Хатлунской областей и министром внутренних дел. Заслушал их отчеты по ряду важнейших вопросов дня, дал конкретные указания и поручения по своевременному и качественному принятию необходимых мер. Основное внимание уделено процессу сбора обильного урожая сельскохозяйственной продукции, ускорению повторного сева, увеличению экспортного потенциала страны, особенно экспорта сельскохозяйственной продукции, качественному и своевременному завершению подготовки к осенне-зимнему сезону 2024-2025 годов, особенно всестороннему и качественному ремонту объектов сферы образования на всей территории страны до отдаленных сел, расширению созидательных работ, прежде всего строительству производственных предприятий и созданию новых рабочих мест. Кроме того, были даны конкретные указания и поручения по этим важным темам и в целом по точному выполнению государственных планов и программ. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, также обратил большое внимание на резкое повышение температуры воздуха в стране, особенно в Хатлонской области, которое началось сегодня и продлится еще несколько дней. Дал указания и поручения ответственным лицам по предотвращению пожаров и других чрезвычайных ситуаций, охране зданий и сооружений, рынков и полей, особенно земель подзерновые, а также контролю мест купания детей и подростков. Подчеркну, что для защиты здоровья от сильной жары людям необходимо употреблять много воды. Также сегодня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, провел телефонный разговор с президентом Республики Узбекистан, уважаемым Шавкатом Мирзиёевым. В начале беседы лидер нации, тепло поздравив президента Республики Узбекистан с днем рождения, пожелал уважаемому Шавкату Мирзиёеву новых успехов в реализации поставленных целей и планов по устойчивому развитию и прогрессу братского Узбекистана. Стороны подчеркнули высокую динамику развития таджикско-узбекских отношений, дружбы, добрососедства и конструктивного сотрудничества. В этом контексте с удовлетворением были отмечены плодотворные итоги недавнего государственного визита президента Республики Узбекистан в Таджикистан. Была указано на важность практической реализации всего комплекса договоренностей, достигнутых в ходе переговоров на высшем уровне в Душанбе, как фактора последовательного продвижения взаимодействия двух стран в рамках стратегического партнерства и союзничества. При этом стороны подчеркнули важность наращивания сотрудничества в аграрном секторе, особенно в области семеноводства. В продолжении беседы состоялся обмен мнениями по отдельным аспектам международной и региональной повестки. К другим темам. Защита границ и рубежей, территориальной целостности и неприкосновенности Родины – это священный долг каждого патриотически настроенного гражданина Таджикистана. Сегодня благодаря круглосуточным усилиям и бдительности сотрудников правоохранительных органов и силовых структур совместно с гражданами республики обеспечена безопасность страны. Однако, несмотря на это, заинтересованные группы и отдельные личности всегда пытаются пожертвовать мирной жизнью людей ради своих сиюминутных личных и групповых интересов. Защита границ и рубежей, территориальная целостность и сплоченность Родины – священный долг каждого патриотически настроенного гражданина страны. Сегодня, благодаря круглосуточным усилиям и бдительности сотрудников правоохранительных органов и силовых структур, совместно с гражданами республики обеспечена безопасность страны. Однако, несмотря на это, заинтересованные группы и отдельные личности, независимо от национальной расовой принадлежности, всегда пытаются пожертвовать мирной жизнью людей ради своих сиюминутных личных и групповых интересов. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проводимых сотрудниками Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан, совместно с военнослужащими пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан, в приграничной зоне сельского джамуата Хутан Фархорского района Хатлонской области, на территории обслуживания пограничного пункта номер 2 и Кокул, военной части 0307 Управления пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан в Хатлонской области выявлены и пресечены факты незаконного оборота наркотиков,
в особо крупном размере из Афганистана в Таджикистан. В ходе операции по задержанию был задержан гражданин Республики Таджикистан Юров Абдуджабор Абдухоликович, 1975 года рождения, уроженец и житель села Лахути сельского джамуата, десятилетия независимости города Турсунзаде, женат, ранее по статье 200 части 4, отбывавший наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет. В 2021 году Юров Абдуджабор был переведен в исправительное учреждение поселения и оставшуюся часть наказания должен был отбыть в колонии поселения. Однако указанное лицо не сделало необходимых выводов из своего предыдущего преступления, а наоборот совершило очередное преступление. В результате осмотра места происшествия были обнаружены и изъяты 2 полиэтиленовых мешка со 100 упаковками, содержащими наркотическое средство гашиш. Согласно заключению специалистов отдела судебно-медицинской экспертизы Агентства по контролю за наркотиками при президенте Республики Таджикистан, обнаруженное средство представляет собой наркотическое вещество гашиш, общий вес которого составляет 100 килограммов. На основании данной ситуации Следственным управлением Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан возбуждено уголовное дело по статьям 200 части 4 пункта Д и 289 части 3 Уголовного кодекса Республики Таджикистан. После полного завершения оперативно-розыскных мероприятий уголовное дело в отношении Юрова Абдуджабора Абдухоликовича было направлено в судебные органы для рассмотрения и принятия законного решения. В результате суд района Исмоили-Сомуни города Душанбе приговорил Юрова Абдуджабора Абдухоликовича к 18 годам лишения свободы. Агентство по гидрометеорологии Республики Таджикистан прогнозирует до 31 июля в республике повышение температуры, вследствие чего усилится воздействие ультрафиолетовых лучей, которые оказывают негативное влияние на организм человека. Гражданам рекомендуется по возможности воздержаться от прогулок в полдень. Слишком жаркая погода оказывает негативное влияние на состояние здоровья населения всех. При высоких температурах повышается вязкость крови, нарушается кровообращение. Людям, принимающим антибиотики, не рекомендуется находиться на солнце, так как некоторые антибиотики повышают чувствительность кожи, что также приводит к солнечным ожогам кожи. Особенно страдают лица с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, пожилые и дети. Прямой солнечный свет убивает бактерии и микробы, поэтому распространенность и продолжительность инфекционных заболеваний, передающихся через воздух, значительно меньше. Но слишком сильная солнечная радиация негативно влияет на здоровье человека. Воздействие солнечной радиации обычно проявляется в таких видах, как ожоги кожи, травмирование сетчатки глаза, солнечный и тепловой удар. Поэтому следует избегать попадания прямых солнечных лучей на кожу. Не рекомендуется долго находиться на солнце, особенно с непокрытой головой. Необходимо регулярно принимать жидкость. Утолять жажду предпочтительнее прохладными, но не холодными напитками. Водой, лучше минеральной, чаем, соком, но ни в коем случае не алкоголем, кофе или пивом. Следует надевать на себя легкую светлую одежду из натуральных тканей – хлопок, лен, шелк. На открытом солнце надевать солнцезащитные очки, пользоваться солнцезащитными кремами и постараться держаться тени. Людям, принимающим антибиотики, категорически не рекомендуется находиться на солнце, так как некоторые антибиотики повышают чувствительность кожи, что приводит к солнечным ожогам кожи. То же самое касается людей, страдающих онкологическими заболеваниями и получающим химиотерапевтические препараты. В продолжение темы. Ежегодно с наступлением летнего сезона увеличивается количество происшествий на водоемах. Работники Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Республики Таджикистан предупреждают, что купаться разрешается только в специально отведенных для этого местах. Тему продолжит Зумрат Файзиева. Лето – это время отпусков, каникул и отдыха на воде. Все, спасаясь от жары, стремятся искупаться в водоемах, освежиться и продемонстрировать свои навыки в умении плавать и нырять. В стране, а в особенности в крупных городах,
Функционируют аквапарки, бассейны и другие сооружения, предусмотренные для отличного отдыха и спортивных игр на воде для детей и взрослых, где соблюдаются все меры безопасности. Я всегда прихожу сюда, в этот аквапарк, с папой и братишкой. Нам здесь очень нравится. Сезон купания открыт с 1 июня. Администрации пляжей и аквапарков позаботились о том, чтобы все зоны отдыха у воды были оборудованы необходимым инвентарем и были безопасны для отдыхающих. Но многие не соблюдают правила безопасности на воде, купаются в неположенных местах. В результате происходят несчастные случаи. Особенно это касается детей. Работники Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Республики Таджикистан убедительно просят всех позаботиться о соблюдении правил поведения на воде и внимательно следить за своими детьми. Купальный сезон официально открыт на территории нашей страны с 1 июня, но здесь же необходимо отметить, что учитывая некоторую географическую расположенность нашей страны, особенно южные регионы, на южных регионах нашей страны уже наши граждане начали купаться с начала мая. Конечно, вода и воздух для организма человека дают новую энергию. Это только в случае, если правильно использовать эти ресурсы, которые нас природа щедро наградила. В случае несоблюдения правил безопасности на водоемах, когда купаются, и особенно когда оставляют детей одних, это приводит к трагедии. Комитет во избежание продолжающейся тенденции просим родителей быть внимательными, не оставлять своих детей без контроля. И самое главное, быть все время с ними. И сейчас, так как уже летние каникулы начались, мы призываем родителей отправлять своих детей в летние лагеря. И, конечно же, вместе с ними быть на водоемах во избежание этих несчастных случаев. Со стороны комитета на данный момент проводится круглосуточное дежурство на тех водоемах, где в основном идет скопление людей. В Душанбе имеются специально отведенные места для купания и отдыха на воде, которые соответствуют нормам безопасности отдыхающих. Решением мэрии города Душанбе на территории столицы можно купаться в следующих водоемах. Это Молодежное озеро, озера Чорубух-1, Чорубух-2, а также на тех аквапарках, которые на сегодняшний день функционируют. Необходимо отметить, что Молодежное озеро и озера Чорубух-1 и Чорубух-2, они абсолютно бесплатные, и там дежурят наши спасатели. Кроме того, отдыхая на воде, необходимо соблюдать и чистоту, убирать за собой мусор. При соблюдении правил поведения на воде, этики и эстетики, отдых на водоемах Таджикистана принесет только пользу и радость. Зумрат Файзиева, Мехрузи Джума, Дильшоди Хушбах. Новости. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами и будьте здоровы.